Сколько средств выделено по линии Минздрава на борьбу с коронавирусной инфекцией в Ингушетии, также о медицинском оснащении больниц республики и отдельно касаясь регионального бюджета, о лекарственном обеспечении республики, рассказал председатель правительства республики Владимир Сластенин. Надо отметить, что в нашей республике одним из первых в стране штаб под руководством главы республики был создан 3 марта. Уже 17 марта были введены меры предупредительные в более строгом порядке. И в этой ситуации самое главное выиграет тот, кто заранее подготовится. Поэтому на сегодняшний день по нормативам, что в нашей республике должны были подготовлены быть 253 койки, подготовлено 403 койки для приема больных. Для информации, это первое, это Назрановская районная больница. Развернуто 410 коек для взрослых. Надо отметить, что в основном все койки эти проведены к ним доступ кислорода, потому что кислород является основной вещью лечения этого заболевания. Второй адрес – это у нас республиканская клиническая больница. Там мы развернули на 30 коек для детей. Оба здания охраняются Росгвардией. Также подготовлены у нас 4 обсервационных центра. Это центры, если в случае вспышки инфекции, это увозятся больные на удаленное расстояние. Там тоже подготовлено порядка 120 мест. Из регионального бюджета на это выделено более 8 миллионов. Закуплены лекарства. Рекомендации по профилактике доведены до всех медицинских работников. И хотелось бы обратиться к жителям, чтобы люди понимали, как себя вести. Если есть либо какие-то подозрения, никуда ходить не надо людям. Самое важное, никуда не надо ходить. Надо либо вызывать участкового врача, либо скорую помощь. Приедут к вам и уже тогда определят степень болезни. И тогда только врачи определят и скажут, нужно ли проходить вам эти исследования на коронавирус или нет. Анализы будут браться в индивидуальном порядке. И дальше уже принимается решение. Поэтому на сегодняшний день ситуация под контролем. У нас всего есть 1 человек, который находится по подозрению в этом заболевании. На сегодняшний день диагноз его не подтвержден. Просьба, и глава ее не раз высказывал, людям находиться дома, как можно меньше контактировать, учитывая и вероисповедание, учитывая национальные традиции, свадьбы, похороны. Мы заботимся о здоровье всей нации. На сегодняшний день у нас есть хорошие примеры помощи. Надо отметить волонтерское движение. Даже наши сами учащиеся техникум топливо-энергетического сами по инициативе лишили маски и 1000 масок передали республиканской клинической больнице. Даже это говорит о том, что это народная борьба с этой инфекцией. Поступили денежные средства из Москвы в рамках этой борьбы в республику 151 миллион рублей. Эти средства пойдут на закупку так называемых аппаратов ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Мы на сегодняшний день подготовлены, у нас их 47 находится. Еще будет закуплено 33 таких аппарата и аппараты КМО. Все врачи у нас дежурят сутками, они все защищены. Затем смена закрывается, приходит новая смена через шлюзы. Все врачи проинструктированы, поэтому, конечно, мы благодарим их за эту очень ответственную работу. И также благодарим жителям за понимание того, что приходится некоторое время потерпеть и находиться в домашних условиях.